ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 19:00. Городской дворец культуры. Спектакль Санкт-Петербургского театра «Искушение». Несмотря на недавние волнения, шоу все-таки состоялось. Напомним, ухтинские православные активисты требовали запрета. Они говорили, что шоу разбивает семьи и даже пропагандирует гомосексуализм. Однако на деле все оказалось иначе. Это мы выуживали из жизни. Что-то ребята приносили, что-то я приносил, что-то Рустам приносил, что-то где-то подслушали, подсмотрели. Жизненные ситуации. У нас получился такой некий драматический конференц с моей стороны, да, что это не просто танцы, да, и не просто ведущий объявляет их, а вот решили такую драматическую линию привнести сюда. Со сцены звучит монолог мужчины, который расстался с возлюбленной. Он вспоминает общее прошлое, озвучивает свои волнения и переживания. Печаль сменяется гневом. Герой размышляет. Каждая женщина ищет не просто мужчину, она ждет принца. Искушение дарит ухтинкам сразу троих. Они приглашают зрительницу на сцену и преподносят ей подарки. Все это выглядит абсолютно не пошло, и невольно возникает вопрос, как таких галантных артистов еще не разорвали темпераментные поклонницы. Если бы мы, наверное, в клубе работали, наверное, было бы такое. А так как мы в театре, этого нет. И слава богу. Наши девушки, они очень сильно, конечно, переживают, ждут нас. Вот у нас завтра, наконец-таки, 2 выходных в Петербурге. Мы просто уже мечтаем об этом, потому что мы дома были позавчера 8 часов, а до этого 3 недели нас не было дома. Конечно, очень тяжело, и вот у меня свадьба будет в августе, и я своей девушке говорю, ну ты подумай, у тебя есть еще время. Сегодня артистам нелегко, отсутствуют сразу 4 человека. Кто-то участвует в проекте федерального телеканала, травмирован или на учебе. Но зрители этого не знают. На сцене, как и должно быть, 8 человек. Просто нагрузки на них теперь больше. В нашем городе им повезло, дождь удалось сделать теплым. А ведь иногда приходится танцевать под ледяными струями или под горячими. Но даже так забот у танцоров хватает. Это классика жанра. Мучное, сахар, сладкое. Не кушать после 7, что, к сожалению, не получается, потому что спектакли у нас начинаются в 7, а ужин только часов в 10, в 11. Вот, поэтому мы, бывает, пренебрегаем диетой и, к сожалению, наедаемся. Но зато тренируемся в час ночи, в 12 даже бывает. Если, конечно, это не переезд, как сегодня. Впереди у «Искушения» целых 2 выходных, после продолжения гастрольного тура. С осени театр посетил более 100 городов. Руководству уже поступало предложение создать дублирующие составы. Но Рустам Надыршин не преклонен. Лучше меньше, но лучше. Также ребят пригласили работать на чемпионате мира по водным видам спорта. К нам артисты вернутся не скоро. До мая следующего года график расписан. А в марте 2016-го петербуржцы отправятся покорять Европу.